Assalamu alaikum qadirdan көрерменлер. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. Huzurungizga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгүчілері Shahniza Aziz qizi va Isijon Adiljon o'g'li. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале Казахстан Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Эсиджан Адилджан оглы и Шахниза Азиз кызы. Здесь делают честные новости. Одно из нашумевших событий в конце прошедшего месяца в поселке Пиджим в силу сложившегося недопонимания и неразберихи некоторые СМИ преподнесли как межэтнический конфликт. По этому поводу выступил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая, что никакого межэтнического конфликта нет. Произошла банальная драка в школе, групповая драка. Конечно же, это недопустимо. Получение травм учащимися в стенах школы – это серьезное чрезвычайное положение. Поэтому возмущение наших граждан вполне обосновано, их можно понять. Далее произошла хулиганская выходка молодежи. Но такую реакцию можно было и нужно было предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано. Здесь никакого межэтнического конфликта не было. Но определенные группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны разукрасили этот инцидент именно таким образом. И со стороны правоохранительных органов, как, впрочем, и со стороны администрации президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов не предпринимается, что удивительно. Мы же должны реагировать. Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента мы должны сделать правильные выводы. Заместитель акима Алматинской области Батыржан Бажуманов, аким Панфиловского района Талгат Умралиев и руководитель РОВД Панфиловского района Жандос Кавлиев сделали заявление по поводу возникшей ситуации, отметив, что никакого межнационального конфликта нет, что произошедшее – это досадная драка между школьниками. Жастардан бұрын мына әкімшілік бар, мектеп бар, кішкене мына ұйғыр халқына бір саты төмен екендерін үйрету керек еді. Бүйтіп басқа шығартпай бар ғой, басқа шығартпай башын. Бір саты төмен екені бар ғой, сонда біз қазақ жолында не? Теңдей болдық па не? Өз Қазақстанымызда тұрып, солай үйретесіздер ма? Яғни құқық оқыңдар. Сөйтіп, әне. Некоторые участники собрания были оскорблены антиконституционными высказываниями, которые прозвучали на собрании и покинули зал. Аким района заявил, утверждать, что одна нация ниже или выше другой категорически неправильно. Ана жақтан жүгіріп келіп, слушай, біз жоғарымыз ұйғыр халқы төмен деген несі? Не әңгіме? Дұрыс емес. Сол үшін кеше осындай айғай-шуыз осындай балалардан шыққан. Мойындату керек, көндіру керек. Мен болдым ғой ішінде. Мықты болсаң, қайда жүрсің кеше? Герой был. Также из-за нарушения порядка в зале собрания аким сделал резкое предупреждение, пообещав в случае продолжения подобных заявлений закрыть собрание. Мынандай жағдай болса, қазір жиналысты жабамда кетем. Бір адаммен де сөйлеспеймін. Полиция Алматинской области расследует 2 уголовных дела по событиям в Пиджиме. 106-я статья Уголовного кодекса Республики Казахстан – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении 2 или более лиц по пострадавшему подростку и 293-я статья Уголовного кодекса Республики Казахстан – хулиганство, совершенное группой лиц по делу о ночных хулиганских выходках группы лиц, которые ходили ночью по поселку и забрасывали камнями дома жителей. Никто по этим делам пока не арестован, но расследование ведется. Выясняются лица, причастные к данному правонарушению. Осы бұзақылық іс-әрекеті бойынша біздің полиция бөлімінде 293 баппен бұзақылық ниетпен деген іс қозғалып, қазіргі уақытта тергеліп отыр. Мамандар жұмылдырылды. Қазіргі кезде осы қылмысқа қатысы бар күдікті адамдарды анықтау барысында тергеу амалдары жүргізіп, ауыл азаматтарын шақыртып, әкімшілікте қазір әрқайсысынан жауап алынып отыр.
Ноябрь айының дәсләп күнләре Алмут шәһәрдәге Достык өйдә Җумһуриятлек Уйгыр этномәдәният мәркәзенең оештырышы белән Казакстанлык патриотизм милләтләр ара келишимнең капалты намлык әнҗүман онлайн ва офлайн төрдә булып үтте. Баш кошуш Җумһуриятлек Уйгыр этномәдәният мәркәзенең рәисе Шаймардан Нурумовның риясәтчелегендә үтеп, уныңга Казакстан Халык Ассамблеясе рәисенең орынбасары Закирҗан Күзиев, Уйгыр авази иҗтимаи сәяси гәзитенең баш мөхәррире Иршат Әсмәтов, Казакстан Халык Ассамблеясының әзасы меценат Толкунтай Абдулхелил һәм шундыйлар этномәдәният мәркәзләренең рәисләре, мәктәп мөдирләре, анлар кеңешенең әгъзалары, уйгыр яшьләре, ханым-кызлар кеңешенең әгъзалары ва җигит башлар катнашты. Мәзкур әнҗүманга катнашучылар казак ва уйгыр халкының әзәлдән килеп аткан достлыгын тылга илеп, ике милләтнең кырындашлыгының киләчәктә мо дәвам кылдыганлыгын тәэкидләде. В год 30-летия независимости Казахстана Академия журналистики Казахстана учредила еще одну премию в области межнациональной журналистики имени безвременно ушедшего из жизни академика журналистики, виднейшего казахстанского публициста Юлдаша Абдыкадыровича Азаматова, возглавлявшего четверть века межреспубликанскую газету «Уйгур Авазы». Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Академии журналистики Казахстана Сагымбай Козыбаев. Лауреатами премии и золотой медали Академии журналистики Казахстана имени Юлдаша Азаматова станут лица, внесшие публицистический вклад в пропаганду идей интернационализма и братства народов многонационального Казахстана. Ташкент шәһәрдәге Өзбекстан Республикасының министрлар кабинеты ендіки чәтәлләр белән милләтләр ара катнашлык ва достык мөнәсәбәтләр комитетының имартында Евразиядәге төрки халыкларының тарихи ва мәдәнияте намлык түгеләк үстәл булып үтте. Түгеләк үстәлгә министрлар кабинетының вәкилләре, түркшунаслар, шәрыкшунаслар, мутахассислар һәм Өзбекстан ва Казакстанның даңлык алымлар катнашты. В Доме дружбы города Алматы прошло заседание Совета общественного согласия на тему «Ассамблея народа Казахстана как эффективный инструмент установления контактов с гражданами». Модератором выступил председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Шардинов Ахмеджан Бакримович. С докладом на тему «Роль воспитания молодежи в современных условиях» выступила заместитель председателя городского этнокультурного центра уйгуров Махинур Исраилова. Өткен әптедә Казакстан мустақиллигының 30 жыллыгы бегышланган Алмут яшьләренең жастар алаңы форумы үтте. Мәзкур форумда җәмгыятьлек тәшкилатлар вәкилләре, тиҗаратчылар, яшьләр, спортчылар Алмут шәһәрен яхшылаш, кулайлык кылыш буенча тәшәббүсләрне ва лаихаларны мухакима кылды. Форум карантин чараларына баглык онлайн ва офлайн шәкелдә үтте. Уныңга Алмут шәһәренең хакиме Бакытжан Сагынтаев катнашты. Milli Мәдәният мәркәзләренең ендіки яшьләр хәрәкәтләренең фаалияте ва Казакстан Халык Ассамблеясының яшьләр канатының эшләре хакында шәһәр хакимыга Казакстан Уйгыр яшьләр берләшмәсенең рәисе, Казакстан Халык Ассамблеясының әгъзасы Рустам Хайриев тоныштырды. Мы также объединяем 17 студенческих малых ассамблей, которые функционируют при вузах города Алматы. За 3 года нами проведены более 200 мероприятий, и основные наши цели – это развитие межэтнического согласия среди студенческой молодежи нашего города. Также мы проводим социальные мероприятия ежегодные в рамках города под названием «Агаштарга Конкурбол. Возьми под опеку дерева» в рамках проекта «Зеленый город». Молодежь за безопасный город. В последние дни октября прошла премьера уйгурского фильма под названием «Усарангамес». Фильм повествует о жизни школьников, о первой любви, дружбе, разочаровании, личностных и межличностных конфликтах. Наши корреспонденты побывали на премьере, побеседовали с режиссером и актерами картины и подготовили для вас специальный репортаж. Ассаламу алейкум, хурматтуу тамашбинlar. Мәшәкә кеп, мошы безнең фильмның презентацияга катнашканлар өчен чын жүректән рәхмәтемне әйтәмен. Хакыйкатен бу һәрбер эшнең башланышына бер нәмә сәбәп булды икән. Менә мошы киноның чыгышына безнең шәкәтне язгыч сәбәп булды. Ул бер көн башта бер кино чыгарды, дип yaptı. Шуның белән буны башлады. Китапты. Әнде бу киносына канча якты белмәймен. Мен барлы мош киноның уйгырча яшьләр өчен чыкканы өчен курсантмын.
Assalomu alaykum aka. Sizni ve ijodiy to'pni premyera bilan tabriklaymiz. Ko'rarmanlarimizga film haqida qisqacha aytib bersangiz. Sizni nima ilhomlantirdi? Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar. Bugun men bek xursand. Bizniki 4-chi film chiqqaniga sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Tomoshabinlarga hamsiga yoqdi deb o'ylayman. Meni dastlab 5 yil burun Bahodir akam Amutovga kutonilgan Uyg'ur tilida kino tushasak degan fikrni aytdim. Shundan beri ikkimiz birga ishlayapmiz. Mana bugunga qadar 4 badiiy filmni, polnometrajli, to'liq metraj badiiy filmni tushadik. U har xil ma'noda bo'ldi. Arsida lirika bor, komediya bor, fantastika bor. Shunaqla endi bizning o'yimiz bundan keyin filmlarni yana tushiraversak, xalqimiz uchun, teletomoshabinlar, kino tomoshabinlar uchun har qachon shu kinolarni yaratib bersak degan o'yimiz bor. Shu ishda ishlayapmiz. Rahmat. Sekretariyamizga rahmat. Assalomu alaykum Amir. Tushirim qanday o'tdi? Bosh qahramon ritida qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Shu to'g'riliq qisqacha aytib o'tsangiz. Va alaykum salom. Birinchidan bu 3 oy vaqt men uchun tez o'tib ketdi va shu 3 oy vaqt bo'yi men o'zimga unutilmas taassurotlarni oldim. Agarda biz tushirilish ssenariysiga kelgan bo'lsak, men o'zim 3 rolni elib mandim. U yerda mening eng birinchi rolim Jugach va yaxshi o'qiydigan bolalar rolini elib mandim. Ikkinchi rolim bo'lsa, u yerda men qaysarlik va hamisiga qo'l kuchini ko'rsatadigan qo'rg'on bo'ldim. Uchinchi rolimga kelsak, u yerda men tan salomatligimga bog'lanishsak, robot o'xshab bo'lib qoldim desam bo'ldi. Mana shu 3 rol mening uchun beshida elib olmoq qiyin ko'ringan edi. Biroq asta-asta men shu nimga tushirilgan vaqtda men o'rganib o'ng'ay bo'lib qoldi. Meningki rolim u yerda boshdan oyoq yig'laydigan rol bo'ldi. Shunlashqa hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Yig'laydigan yerda yig'ildim. Shu 3 oyning ichida aktyorlar hammamiz shunday bir o'yinning bolalardek bo'lib, shunday inoq bo'lib, shunday yaxshi bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, yaxshi maslahatlarni berib, bilmagan yerlarimizni o'rgatib, bilmagan yerlarimizni so'rab, o'rganib, hech qanday qiyin bo'lmadi mening rolim. Sekretariyamizga rahmat. Assalomu alaykum Hada. Bugungi filmdan olgan taassurotingiz haqida qisqacha aytib bersangiz. Assalomu alaykum. Bugungi film shunday chiroyli tushibdi. Aktyorlar yaxshi o'ynagan, yosh bolalar. Shu yaxshi asarda qoldik. Kelajakda maktabning o'quvchilariga ulgu berdigandek asarda qoldi. Yaxshi, shunday yaxdi undan. Sekretariyamizga rahmat. Mo'shu kunlarda o'zining 60-bahorini dunyo olimlari e'tirof qilgan Uyg'urshunos olim Ablat Kamolov qarshi oldi. U dunyodagi yetakchi ilmiy markazlarda, shuning ichida Washington universitetida, Oksford universitetida, AQSh Kongress kitobxonasida, Indiana universitetida, inson to'g'riliq fan uyida tadqiqotlar yurgizdi. U Qozog'istonning, Buyuk Britaniyaning, Turkiyaning nurg'unlagan ilmiy jurnallarining ret kollegiya a'zosi, Markaziy Osiyoni tadqiq qilayotgan xalqaro kasbiy tashkilotlarning ishiga faol qatnashib kelyotdi. Olim Markaziy Osiyoni tadqiq qilish bo'yicha jamiyatning boshqarma a'zosi, 2020-yili Markaziy Osiyoni tadqiq qilish bo'yicha Yevropa jamiyatining prezidenti bo'lib saylandi. Olimning tavalludi munosabati bilan onlayn boshqurish o'tkazildi. Shundaqla Ablat Kamolovga O'zbekistonda chapon yepildi. Fursatdan foydalanib milliy ma'rifning rivojlanishiga zo'r to'hfa qo'shib kelayotgan olimni tabriklab, zo'r salomatlik, oilaviy baxt tilamoqchimiz. В микрорайоне Дружба прошел масштаб, посвященный 60-летию известного в уйгурской общине общественного деятеля Бурхандина Тажидинова. По случаю этого собрались представители интеллигенции и старейшины. Подробнее в нашем сюжете. Assalomu alaykum Tursun aka. Alaykum assalom. Uyg'ur millati uchun o'zining bir kishilik to'hfasini qo'shib kelayotgan Burxandin Tajidinov to'g'risida Zari Vostokodga qilgan ishlar to'g'riliq to'xtalib o'tsangiz. Rahmat.
Assalomu alaykum. Men Zaravastda uzun yillarni jigiti bo'lib ishildim. Shu yillarda Burxonda bizning mahallada o'qib, shu mahallada cho'ng bo'ldi. Biz 90 yili Zaravast mahallasi Töven tarafida 2 etajli 8 kabinetlik 151 maktabning sho'basini Uyg'ur tilida o'qitiladigan maktab ochamiz deb Zaid, Muzaffar, Ahmad Mahmudjonlarning tashabbusi bilan ko'pchilikning qatnashishi bilan biz Uyg'ur maktabini ishga muyassar bo'ldik. Biz 220 balla bilan 91-yili biz maktabni Uyg'ur tilida o'qitiladigan maktab qilib ichib 95-94'lere kelganda balalarning soni ko'payib 600'ni eshib ketdi. Var yo'q 8 kabinet var, 3 smena. 8 kabinetli konu mektep ekan, shuni butunlay ip tashib o'tib, noldan tortib bitkicha shuni o'zimiz xalqdan pul yig'ib, shuni yasashga nimqol mezgillarda qurilishni boshlagan vaqtida qurilishga biz shu tajinib Burxonni berib dedik, burun ancha kundan keyin ikkinchi qatim borganimda bo'ladi men o'zim nim qilay deb Burxon shu ishni noldan tutib maktab bolalar kirgicha shu maktabni bitirib shuni boshdan oyoq rahbarlik qildi. Burxondan tajini to'g'risida so'zlaydigan bo'lsak, endi nihoyatda ko'p narsa ish bo'ldi. Shaxsan o'zim Burxon tajini yaxshi bilaman. Uzoq yillardan beri yaqinlashib kelyapmiz. Endi men Burxon tajiniki bir ikki alohidligini ta'kidlagim keldi. Birinchi onunki tashkilotchilik qobiliyati. Endi undaq odamlar endi nihoyat oz, u bir tug'ma qobiliyat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bir narsani qilayli deb aytish, yezish u o'ng'ay, biroq amalga oshirish nihoyat tez. Chunki bir ishni amalga oshirish uchun nihoyat ko'p tirishchanlik kerak. Bu ishni ko'pchilikka tushuntirish kerak. Ular bu ishning mohiyatiga yetish kerak. Hem bu şu yolda pedagoglukdan ahırıqça meniş gerek. Bunu hemsini uyuşturuş için yakıdak bir adamın teşkilatçılık kabiliyeti ait güçlü olacak. Bir yerden mesela misal deyilmişsek, Burxon şu Zaravastda turib atkan yılları o mektep endi yeniden Uyghur mektep bu bölünüp çıktı. Biroq endi konu bina bo'lgandan o'quvchilar ko'p bo'lib, balalarning sinf yetishmaydigan vaqtida Burxon o'zining a'gilarini yig'ib bir maktabning binasini sepgan. Bunda qarsangiz o'ylab baqing, vaqt Burxonning yaxshi vaqtlari öz ağırlarını yığıp, özü hemsi başına ayak durup bir mektepnin binası sepegen. Bundan şimdi oylap yakın şehirde oluşu nayeti çoğun gap. Bu hakikaten Burxon'dan teşkilatçılık kararı gösterdi. Ondaki meşreplerini aldığım bu sakma, Kazakistan müstakillik ağandı beri bizim urf adatlarımız unutulup ketken kaydıdan teknik başka vaxtda Burxon meşrepini kol kaldı. Meşrep degen Uygur'un ki birleşip, ömleşip, nak yaşaydıgan en bir muhim bir mekanizmi, bir yolu. Şu yoluna to'g'ri tushungan Burxon şu Almadıdan başlap menimcha olsa bütün şu Qozog'istondagi barcha Chimkentlargacha bordimki şu Uyg'urlarning mashrabini qurish masalasida. Meni esimda shu mashrabning ko'p vaqtlarida qoidalar nima ko'p odamlar bilmaydi. Shu vaqtda Burxon shu bu messengerga zo'piqarib berib, eshingdan o'rganib, so'rab, unki messengerga degan gaplarni videoga tushirib, kenash balan yig'ib, ashlar tinchib shunday qilib şu hazırki meşrebinin kayıtlarının hemisi şu vaxtın kayıtlarını tiklep çıkandı. Assalamu alaykum Şevket Niyazog'lu. Uyg'ur millatiga o'zining töhfasini qo'shib kelayotgan Burxondin Tajidinov to'g'risida, do'stlik mahallasida atqarayotgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tsangiz. Alaykum assalom. Rahmat, menga o'rinliq savol. Haqiqatan bugungi kunda bizningki do'stlik mahallasida Tajidinov Burxondinninki qilgan emgaklari nihoyatda salmoqliq hem paydalı işlerini köp kıldı. Mesela aytadigan bolsak, bizningki şu Avuz mahiyasida Madaniy merkezining reisinin ishini atqurib, köplegen ishlarni qildi. Mesela aytadigan bolsak, şu Madaniy merkezining reisiyatida ishlab yurib, teatrga tomoshabin to'plash, druj-buzutun, shundaqla gezitga mushtir to'plash ve en muhim bo'lgan maktabga bal to'plash bo'yicha nihoyat ko'p ishlarni qildi. Endi bu yerda Burxondan to'g'ri gap qilgan vaqtda aytilgan gaplar nihoyat ko'p. Mana shu Qariturukdagi Tajidin mechiti, mana o'sha Burxondinlarniki qarindoshlarniki yemishi. Hozir bu bizniki Qarituruk jutiga xizmat qilib,
халқымызны иманға башлап атқан бірден бір дәргахларныкы бірі есептелінді. Бурханден Алматыдагы өзінің көптеген ішлерге қарамастан Қаратұрықты тұғылып шеді білім ағашқа Қаратұрықтыке Hazırki Avut Sattarı namidagi maktabga tam o'sh kungacha qo'lida kelgan barliq yordamni qilyotdi. Uyg'urning sport xumar o'g'li Ablimit Illahun bench press sport turi bo'yicha 93 kg salmoq darajasida jahon chempionatida birinchilikni elib, oltin medal sahibi ataldi. Almut şəhərinin Dostluq məhəlləsində çoğ bolğan yaş sportçu maharatını aləm dərəcəsində göstərib, millətimizin həm elimizin danqını yeni bir mərtə dünyaya paş etdi. Fürsətini paydalanıb çempionumuzni təbrikləb, yeni çoxlarını beqindirişdə utuqlar tilməkçimiz. Fəqət Aq Yol. Abu Dhabi şəhərdə ötən jiu-jitsu sport turi bo'yicha jahon chempionatida Uyg'ur xas qaysarlikni bo'yiga sing'argan millatimizning palvon o'g'lonlari Qahramon Baxtiyor, Anvar Diyas, Sidiqov Anayat, Abdujalilov Mehrishotlar yuqorqi natijalarni ko'rsatdi. Qahramon Baxtiyor 66 kg salmoq darajasida oltin medalga, 60 kg salmoq darajasida Anvar Diyas kumush medalga, Sidiqov Anayat va Abdujalilov Mehrishotlar bronza medallarga sazavar bo'ldi. Yarış çempionlarga sunmaz irada hem yeni utuqlarını tilab, biz sizler bilan faxrlanamiz. Faqat Aq Yol demekçimiz. From Kazakhstan for the gold medal under 66 kilograms. What a fight, guys! What a fight! Your winner in the red corner, hailing from Kazakhstan, Bakhtiyar Qahirman. Good fight, guys. Good fight. That was the under 66 kilogram, under 18. Good sportsmanship between Kazakhstan and Uzbek. Dünya haberlerden uçur. Звезда NBA Энес Кантер выступил с заявлением, осуждая жестокое правление коммунистического правительства Китая в СУАР и Тибете. Кантер надел футболку с надписью «Возвращение уйгурам свободы», когда говорил на камеру: «Геноцид происходит прямо сейчас, в тот момент, когда я записываю это сообщение. Правительство Китая принимает широкие меры по противодействию этим людям, только из-за того, что уйгуры сохраняют собственную веру, культуру, язык, историю и идентичность». Уйгурский район превратился в тюрьму под открытым небом с государственным надзором, где не осталось места для свободы уйгуров. Спортсмены, врачи, интеллектуалы, музыканты, общественные деятели – все они в данный момент страдают внутри этих лагерей, где китайское правительство невообразимым образом нарушает права человека и совершает преступления против человечности. Спортсмены, врачи, интеллектуалы, музыканты, общественные деятели – все они в данный момент страдают внутри этих лагерей, где китайское правительство невообразимым образом нарушает права человека и совершает преступления против человечности. Каждый из нас должен распространять информацию и призывать правительство Китая освободить уйгуров. Обращаюсь к вам, премьер-министр Пакистана Имран Хан, король Саудовской Аравии Салман, Мухаммед ибн Заид из Объединенных Арабских Эмиратов, президент Ирана Ибрахим Раиси. То, что вы отдали приоритет деньгам и бизнесу в Китае, а не соблюдению прав человека, позор. Вы называете себя мусульманами, но это лишь фальшь. Вам все равно на людей. И это также относится к спортсменам-мусульманам. Почему вы храните молчание? Мухаммед Саллах, Карим Абдул-Джаббар, Амир Хан. Скажите что-нибудь, сделайте что-нибудь. Ваше молчание и ваше бездействие делают вас соучастниками происходящего. Если вы смотрите меня и беспокоитесь за сохранение человеческого достоинства, присоединяйтесь ко мне и распространяйте информацию о том, что происходит с уйгурами. Это одно из худших проявлений нарушений прав человека в сегодняшнем мире. Мы не можем молчать. Бессердечный диктатор Китая Си Цзиньпинь и Коммунистическая партия Китая. Сейчас я бросаю вам вызов. Перед лицом всего мира закройте рабские лагеря и освободите уйгуров. Сейчас же остановите геноцид, гласит обращение Кантера. Muşkullarda dağlıq Uyğur şairi Abdurrahim Ötkür'nün izi bolğan Zulhayat Ötkür'nün Sayahatlar izidən namlı kitabı Türkiyədə yoruq gördü. Məzkur kitabda Şvetsiya bilan Uyğur avtonomiyası arasında 19-cı əsrin axırkı çarəgidən başlap elib berilgan yarım əsrlik mədəniyyət əlaqələri və bu cərəyanda oturğa çıxan təkşiriş tədqiqat nəticələri tonuşdurulğan.
Американская технологическая компания Yahoo объявила о полном прекращении деятельности в Китае из-за жестокого регулирования со стороны Пекина. Таким образом, Yahoo стала второй компанией США, которая за последние 2-3 недели приостановила свою деятельность и объявила о том, что она уходит из Китая. Следует отметить, что Yahoo стала последней американской компанией, сократившей свою деятельность в Китае, поскольку правительство заблокировало такие популярные платформы, как Facebook и Twitter. Также в прошлом месяце корпорация Microsoft закрыла LinkedIn на китайском рынке. Представитель американской кабельной сети новостей CNN сообщил, что Yahoo приостановила работу своего узкого офиса из-за того, что они знакомы с проблемной отраслью торговли и правовой средой в Китае. С учетом все более сложной деловой и правовой среды в Китае, набор услуг Yahoo больше не будет доступен в материковом Китае с 1 ноября, говорится в заявлении компании. Yahoo с 2013 года постепенно закрывала в стране свои основные сервисы, в частности электронную почту, новости и сервисы для сообществ. Офис в Пекине закрылся еще в 2013 году. Компания покинула китайский рынок в период конфликта между США и Китаем по поводу геноцида уйгуров, Гонконга, Тайваня, Южно-Китайского моря, торговли и глобального изменения климата. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz mushning bilan tamam. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.